Дорогие друзья, всем добрый вечер. У нас сегодня с вами последняя лекция по страстям по Иоанну. Мы сегодня дойдем до конца, и я очень рад, что это свершилось, потому что это действительно была такая очень смелая задумка, но я рад, что у нас все пока складывается хорошо. Мы в прошлый раз, если помните, остановились на 48-м номере, на арии баса с хором, когда бас поет «Идем», хор спрашивает «Куда?», и бас отвечает «Нах Голгота», то есть на Голгофу. Вот мы остановились на этом драматичном месте, после чего уже происходит момент распятия. Итак, мы остановились с вами на 49-м номере, на речитативе. 49-й номер, речитатив евангелиста с клавесином, и двигаемся мы отсюда. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из евреев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же еврейские сказали Пилату, и будет реплика хора: «Не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Уже на эту тему был до этого хор, но я сейчас вам все объясню. Интересно, что здесь два таких распевных места, идет речитатив, потом вдруг евангелист начинает петь, когда написано на доске «Иисус Назарет, царь иудейский». Вдруг идет вместо речитатива такое, ну так сказать, кантиленный какой-то эпизод небольшой, да, и потом на эту же тему «Не пиши царь иудейский, но я сказал царь иудейский», таким как в предыдущей части, предыдущие хоры, да, когда мы с вами говорили, таким кондово-радостным восклицанием отвечает хор: «Не пиши царь иудейский, но я царь иудейский». В общем, поехали, сейчас посмотрим. Звук. Было написано «Иисус Назарей», и вот поет евангелист. Опять. Тогда сказали, и вот здесь опять этот кондовый хор: «Не пиши царь иудейский, но я царь иудейский». Повторялся, такой подчеркнуто радостного характера, да, очень радостно неестественного. Тогда Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». И после этого идет потрясающей красоты хорал. Причем удивительно, что он в мажоре, как бы как контраст, несмотря на то, что происходит распятие, да, Бах подчеркивает какую-то вот эту жертву, что все в космос дальше идет, как будто, да, и мажорная тональность такая подчеркивает, ну вот, что эта жертва была за что-то высшее. Хорал на следующий текст: «In meines Herzens Grunde». «Во мне в глубинах сердца свет имени и крест сияют ежечасно, и этим счастлив я. Яви свой образ ясный на утешение мне, как на кресте смиренно ты кровью истекал». Вот идет речитатив, да? Пилат отвечал: «Что я написал, то написал».
очень возвышенный характер. Вот, удивительно, да, как на кресте смиренно ты кровью истекал, и такой характер вот настоящей какой-то веры, чего-то высшего здесь. Дальше идет речитатив, евангелист. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу. Идет опять реплика хора, которая была, но я еще раз наиграю кусочек вам, да. Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Это будет реплика хора. Так от речитатива. И идет опять кондовая реплика хора. Сейчас попробую наиграть. И так далее, да, вот опять вот эти слова «Lasset uns denn nicht verteilen», как бы «не будем ее разделять». Все это подчеркивает, те, кто не смотрел, да, весь этот огромный эпизод, как бы тем, кто распинает Иисуса, им отведена очень моторная, несколько неестественная музыка, такая, как будто музыка это сама по себе, и оркестровка, и все, и характер ее отражает не то, что их аргументы абсолютно не имеют никакой как бы подоплеки в себе законной, да, и они просто как будто себя дальше этим заблуждением прибивают, как будто сами к стене. Есть даже какой-то такой момент вот этого пам-пам-пам-пам-пам-пам, как будто люди сами, те, кто против Иисуса, как бы себе будущее готовят, распятие сами себе. Это очень интересно, тоже много символов здесь, это можно до бесконечности идти, но это сегодня не тема нашей лекции, мы не будем так глубоко копать сегодня с вами. Вот. Идем дальше. После этого идет речитатив. Так, сейчас, куда я его делал? Вот он у нас. Да. Речитатив евангелиста и хорал. «Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се мать твоя». И после этого идет хорал невероятной совершенно красоты. Вот ля мажор у Баха такая тональность, когда какое-то особенное просветление наступает. Хорал на следующий текст. «Эрнам аллес». «Обо всех подумал он, даже в час последний. Богоматерь не забыл, дан и ей заступник. Люди, правде верьте жизнь, Бога возлюбите. Вот и будет смерть легка, без страданий тяжких».
как бы протяжно поет опять. И после этого вот этой потрясающей красоты хорал обо всех подумал он, даже в час последний. Богоматери не забыл, дан и ей заступник. Вот интересно, что все хоралы во второй половине, ну вообще в «Страстях по Иоанну» немножко по-другому хоралы все звучат и строятся, но вот этот весь драматический эпизод, то, что мы в прошлый раз начали и сейчас, все хоралы абсолютно, они такого абсолютно возвышенного какого-то божественного настроя, они оттеняют все, что происходит, то есть они последовательно указывают на то, что в физическом как бы плане Иисус умирает, его пригвождают, но это все в духовном смысле открывается что-то такое абсолютно неземное, божественное, божественный смысл этого. Это как глаз ангелов, такой хор поющий, да. Вот, собственно, когда это исполняется в храмах, да, очень здорово, когда на хорах стоит два хора, и это действительно такое действие получается. Вот здесь внизу Иисус, а там сверху откуда-то, иногда даже сзади публики доносится это пение, как будто ангельское. Ну, то есть это действительно потрясающе, потрясающе все звучит. Итак, идем дальше. Евангельский речитатив. «И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется Писание, говорит: пить. Тут стоял кувшин, полный кислого вина. Воины, насадив на ветку из сопа губку, намоченную в вине, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил вина, сказал: свершилось». И после этого пойдет ария альта. Сейчас мы до нее дойдем. Это очень сильная ария. Даже вот сами по себе речитативы больше мажорного характера. Удивительно, вот здесь в «Страстях по Иоанну» я вам говорил, что они в целом более такого характера реалистичного с одной стороны, но я вот это объясняю только так, что само по себе Евангелие от Иоанна более какое-то возвышенное и символическое, и здесь очень много действительно мажорной музыки, как будто объясняющей подлинный смысл крестных страданий. Свершилось. По-немецки «Es ist vollbracht», свершилось. И идет ария альта, потрясающая с виолой да гамба. «Es ist vollbracht», свершилось. Свершилось все, о боль души и утешение, и скорбный мрак. Последний час страданий смерит. Герой победу одержал, конец войне, свершилось все. И здесь очень интересно, необычно Бах для страстей делает арию, как бы, условно говоря, трехчастную, ну, как бы двухчастную с окончанием. Вот эта первая часть, свершилось все, о боль души и утешение, и скорбный мрак последний час страданий смерит. Она идет в таком очень глубокомысленном характере, тяжелом. И после этого вдруг герой победу одержал, конец войне, совершенно другой праздничный характер. Вот сейчас вы это все услышите. Здесь виола да гамба и орган.
герой победу одержал, совершенно другой характер, другой размер, другая, это для Баха очень непривычно. Вот прям в прямом смысле герой победу одержал, по-немецки der Held aus Juda siegt mit Macht. И опять слово свершилось после такой герой победу одержал, да, надежда какая-то, но опять с земной точки зрения это, конечно, трагедия. Видите, тяжелый опять. Как будто перепитие, вот эта виола. Опять в конце свершилось, поет Альт. Ну, действительно, очень сильная ария. И удивительно, вот этот именно, запомните, 58 номер, да, что двойное строение арии. Внутри вдруг внезапно Бах вводит совершенно другой характер арии. Герой победу одержал. Дальше идет маленький речитатив, сейчас я его быстро сыграю. И, преклонив главу, предал дух. Речитатив, после чего тут же в стык идет ария баса с хоралом, тоже уникальное явление для Баха. Mein teuer Heiland, мой верный спаситель, как бы, мой дорогой спаситель, скорее, да? Вот. Интересно, бас поет свою мелодию, и потом басу вторит хорал, то есть хорал поет такой хорал, который мог бы акапельно идти, да, условно говоря, вот как все предыдущие хоралы, но здесь это идет с оркестром, очень интересно, сейчас я вам сыграю. Значит, что поет бас? «Мой Бог, Спаситель, вопрошаю, когда ты предан был распятию и произнес свершилось все, не я ли смерти избежал? Несут ли мне твои страдания небесный рай в наследство? Весь мир спасется ли тогда? Но ты от боли бессловесен». Лишь опустив чело, ответил молча «да». И в это время, вот на этих самых строках, хорал совершенно в другом тексте звучит, другой смысл, другое все абсолютно. Хорал следующий поет. Хор. «Через смерть прошел Иисус, но живой навечно. Если смертный час придет, верь, не отступлюсь я. Лишь в тебе покой найду, о любимый Боже. Дай мне то, что сам обрел, большего не надо». Вот, то есть интересно, абсолютно два полярных текста, две полярных как бы краски. «Мой Бог Спаситель, вопрошаю, когда ты был предан распятию», бас, да, такое скорбное, и тут же хорал поет такую возвышенную мелодию: «Через смерть прошел Иисус, но живой навечно». Вот таким образом это выглядит. И хорал пошел. И опять хорал. И так далее. Вот. Очень интересная такая возвышенная ария, и сверху бас поет вроде бы аскордом, но сверху доносятся ангельские звуки, постепенно подводя нас к финалу таким образом.
Далее двигаемся. Евангельский речитатив и ариоза тенора после этого идет. Опять вот интересно, я напоминаю, что в отличие от страстей по Матфею, где могло быть ариоза, ну то есть речитатив и ария, да, здесь такого нет. Здесь бывает такое ариоза тенора, ариоза это как бы, ну, считайте, маленькая ария, да, и после нее ария сопрано идет. Значит, евангельский речитатив. И вот завеса во храме разодралась надвое, и сотряслась земля, и рассеклись скалы, и отверзлись гробницы, и восстали многие тела усопших святых. Если помните, в страстях по Матфею я вам говорил, что в современных переработках, вплоть до того, что медные духовые инструменты вводят, это очень как бы экстравагантно, интересно звучит, но вообще сам Бах обходился клавесином и органом. И здесь тоже всю вот эту раздирание завесы он изобразил просто пассажами клавесина, вот таким. Просто, ну, то есть, надо на клавесин слушать, как это звучит. Итак, играю вот этот речитатив. Ариоза тенора. В тебе, душа моя, весь мир Христовой мукой истрадался. И солнце в горести померкло, завесы нет, скала вся в пыль. Земля дрожит, могилы вскрылись, Господне тело холодеет. На что, душа, решишься? Тут такой вопрос. Ну, здесь на самом деле вот этот вот, как бы, скала вся в пыли и так далее, здесь очень просто отображено. Виолы играют такую фигурацию. Боюсь, на пианоле я это изобразить не смогу, но тем не менее. Вот, то есть сердце трепещет. Вот, смотрите. И вот после таких вот фигураций клавесина, на что, душа, решишься тут? Вдруг мажор. Вот посмотрите еще раз. И такой вопрос. На что, душа, решишься тут? И после этого идет потрясающие силы «Церфлися майн херца» ария сопрано. «Разлейся, о сердце, потоками плачей, Всевышний нам внемлет, откроем беду небесам и земле». И Иисус отошел. Вот такой маленький текст, но очень длинная ария, я тоже кусочек сыграю вам, да. И вот это вот «разлейся потоками плача», посмотрите, как тонко выражено. Как ручеек течет.
Ну, в общем, понятно, да? И так далее. Вот это «Разлейся сердце потоками плача», и очень такая тонкая мелодия, это флейты играют. Ну, звучит просто невероятно. Флейты и гобой да кача, когда с сопрано вместе, такая краска, тонкая, тонкая, тонкая. «Разлейся сердце потоками плача». Да, вот еще раз я наигрываю. То есть это действительно очень такой высокий философский оттенок ведет, как будто глаз ангела. С одной стороны божественная музыка, божественной красоты, с другой стороны все время баховская вот эта гармония, баховский органный пункт напоминает нам вот об этой человеческой именно трагедии. Все время два плана как бы проходят таким образом. Итак, двигаемся дальше. После этого идет длинный евангельский речитатив. «Но так как была пятница, то евреи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо на суббота была великий день, попросили Пилата, ибо та суббота была великий день, попросили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на того, которого пронзили. И после этого идет потрясающей красоты хорал «О хильф Христе, помоги нам, Божий Сын». Сейчас мы до него дойдем. «Помоги нам, Божий Сын, через горечь муки вечным всем Твоим рабам избежать порок». Это все хорал идет. «В тайну гибели Твоей благодатно вникнуть, чтоб Тебе всяк сир и слаб слал благодарение». Так, от речитатива. И хорал «Помоги нам, Божий Сын». Опять в мажоре, удивительно. Ну, то есть, в смысле, не в мажоре, а преимущественной мажорной тональности, светлого характера. И опять длинный евангельский речитатив.
После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от евреев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Это все идет речитатив после хорала номер 65. И Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса, пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают евреи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы еврейской, потому что гроб был близко. И после этого, фактически на этом повествование у Баха заканчивается. Сейчас это подряд сыграю. И идет хор, который, если бы это были страсти по Матфею, он бы мог стать последним. Рут воль, то есть покойся, грубо говоря, с миром, да? Хор, длинный хор. «Покой тебе, святое тело, я длить свой плач не буду дольше. Покой мне тоже дай и миру, твой гроб для всех судьбою дан. И впредь с ним больше горя нет. Он мне откроет рай, а в бездну дверь запрет». То есть этот хор мог бы стать последним, он даже в той же тональности написан, но после этого будет еще хорал. Сейчас я объясню почему. Итак, я играю речитатив, и после этого хор. «Покой тебе, святое тело», монументальный абсолютно хор. Я посмотрим сейчас, может быть, не все вам сыграю, но, по крайней мере, какой-то приличный кусок. Напоминает страсти по Матфею. Такая фатальность, да, немножко?
6. Реприза. Так. Вот это место. И идет дальсенью реприза, вот это еще раз. Сейчас кусочек доиграю. Посмотрите, интересно. Даже иногда под страсти по Матфею заканчивают его. Смотрите, вот в этих штуках какая просто не, вот можно на каждой ноте, конечно, останавливаться, но просто вот сам уровень мышления, уровень силы воздействия музыки. Вот я просто играю мелодию. Вот две фразы. Смотрите, какое осознавание. Вот я играю с оркестром теперь. Фатализм абсолютно последнего номера «Страстей по Матфею». Ну, действительно невероятно. И некоторые позволяют себе сделать. Некоторые позволяют, я как бы это не написано, но делают это, что-то очень сильную краску несет и относит к страстям по Матфею. Но по идее заканчивается, конечно, вот таким вот образом. Но действительно очень сильный. И опять же, посмотрите, как и в страстях по Матфею, могла быть подчеркнута земная трагедия, как бы, да, все-таки в конечном счете. Но как я вам и говорил, здесь первая часть заканчивается, вторая начинается и вторая заканчивается, то есть целиком произведение заканчивается именно хоралом на высокой ноте. То есть здесь отличие, конечно, от страстей по Матфею огромное. После вот этого хора монументального вдруг хорал «Ахер лас dein Lieb, Engelein». «Господь, по-ангельски дозволь в конце пути моей душе быть в лоне Авраама, а тело в усыпальнице благослови без мук и бед ждать судный день в покое.
Настанет он, буди меня, откройся взору моему, на радость мне, о Божий Сын, Спаситель, милости престол. Иисус Христос, услышь меня, Тебя восславлю я навек. То есть здесь все-таки выходит такое начало более одухотворенное и, конечно, с моей точки зрения, больше такой позитив здесь дает, ну, в религиозном смысле, я не имею в виду позитив в мирском духе, да, здесь больше осознавание, что это все произошло для чего-то, то есть это в первую очередь не человеческая трагедия, а в первую очередь большое духовное событие, а уже человеческая трагедия как бы на второй план немножко отходит, ну вот это в музыке с моей точки зрения выражено. Вы должны еще раз вот это вот понять и представить, закончилась вот эта музыка, да, такая мощная, монументальная, тяжелая. И сверху хорал. Вот на такой ноте заканчивается «Страсти по Иоанну». Иисус Христос, Тебя восславлю я вовек. Иисус Christ, erhöre mich, ich will dich preisen, ewig Licht. То есть вовеки, такое старинная манера сказать, вовеки, ewig Licht. Вот, дорогие друзья, вот таким образом совершенно невероятным заканчивается «Страсти по Иоанну». Мне ближе это окончание, чем в «Страстях по Матфею», потому что оно настраивает на после такой трагедии вдруг какое-то просветление. Здесь даже какие-то сопоставления, если хотите, потом Мусоргский в Борисе Годунове сделал. Не только аккорды, а вообще, когда после таких драматических эпизодов вдруг сверху что-то такое ангелы запели. Ну, действительно потрясающе. То есть это выводит все это произведение очень реалистичное такое и в каком-то, ну, в хорошем смысле тяжелое, конечно, потому что оно очень глубоко действует. Представляете, когда подряд это все слушаешь, конечно, это оказывает неизгладимое впечатление, и вообще надо понимать, что вот иногда кто-то знает отдельные арии, отдельные речитативы, отдельные хоры. Конечно, вся прелесть этой музыки может раскрыться только когда это воздействие целиком происходит, то есть это
по отдельности это, ну, мне трудно с чем-то сравнить это, но эффекта такого абсолютно не будет. Это нужно слушать от начала до конца с пониманием, то есть это капля за каплей работает как бы с человеком, с мозгом, с чем хотите, с сердцем, с душой. Но потрясающее оказывает впечатление, и после такой музыки, естественно, если это все понимать, осознавать и уже таким образом, с каким-то пониманием это слушать, то эта музыка как бы может легко течь внутри человека и давать, потому что совершенно запредельное. Это нельзя сравнить. Я так рад, что удалось вас познакомить, пусть и поверхностно, с обеими этими произведениями монументальными, потому что сложно представить, что вообще может быть в жизни большего, чем это, когда это, конечно, услышать целиком и вживую. Это подлинное откровение, и это то, что дает человеку возможность искать полноту, то, где надо искать полноту жизни. Это вот, конечно, в этой музыке. Вот, дорогие друзья, я всех благодарю за тех, кто смотрел все эти эфиры в течение 3 недель по страстям и все остальные наши эфиры. Также вот мы недавно выложили песни Брамса с Артуром Назиуллиным, будем продолжать этот цикл, да, смотрите, следите. И с завтрашнего дня начинается наш военный блок, посвященный 9 мая, будет представлено несколько песен для вас, в том числе самое главное, также будет 9 мая вечером трансляция нашего прошлогоднего концерта Open Air 7-й симфонии Шостаковича. Вот, смотрите, и вообще я вот всем рекомендую, кстати, для некоторых людей, многие говорят, что Шостаковича трудно воспринимать, да, кому-то. Ну, первое, что надо понимать, что это летописец эпохи, как, конечно, когда вы про войну читаете, это тоже нелегко, это же не такие вещи очень серьезные. Возьмите книжку про войну, про то, как людям жилось, да, в 40-х годах на фронте, это не легкие вещи, то же самое с Шостаковичем в целом. Но я почему говорю, я вам как-то упоминал про прелюдии и фуги. Наш великий, я не побоюсь этого слова, концертмейстер, он уже в возрасте, Анатолий Алексеевич Ивановский из консерватории, он как-то, я его спросил, а он очень такой строгий, он строго о музыке всегда судит, он может себе позволить сказать, что у великих даже композиторов какие-то сочинения менее сильные, какие-то более слабые, там какие-то более сильные, да, и я его спросил, как вы относитесь к прелюдиям и фугам Шостаковича, потому что для меня это произведение, оно в высшем ранге стоит, это как бы над, есть такие сочинения, которые стоят над рейтингом, да, и он мне сказал, что с его точки зрения это абсолютно равноценно прелюдии и фуги Баха и прелюдии и фуги Шостаковича, это действительно так. Во-первых, конечно, по степени гениальности самой музыки, как сказал Михаил Петухов, пианист один, когда я был на его концертах, он делал вступительные слова и, конечно, сказал, что в прелюдиях и фугах про Шостаковича ангел водил рукой композитора. Это действительно совершенно невероятно. Ну и вот это точно так же соотносится, это одного уровня музыка в плане даже техническом. То есть Шостакович это тот гений, который, я не побоюсь этого слова, это мое мнение, который забрался на один уровень с Бахом в плане, по крайней мере, это не композиторское мастерство, это сверхчеловеческие способности. В плане сверхчеловеческих способностей, в плане туда, докуда он добрался. Я именно в связи с Бахом об этом говорю, именно о сочинении прелюдии и фуги. Потому что оно как раз, вот наберите прелюдии Шостакович, прелюдии и фуги, Татьяна Николаева, например, играет, да, выдающееся совершенно исполнение. Это одни небеса, так скажем, это то, куда Шостакович добрался до туда, докуда добрался Бах. Вот, поэтому я вам очень рекомендую. И сейчас, почему это все говорю, военная, конечно, музыка, она неминуемо ассоциируется с Шостаковичем. Вот именно прелюдии и фуги, это другой взгляд, не как летопись эпохи прямая, что люди переживали в физическом смысле, когда слушаешь симфонии Шостаковича, можно почувствовать на себе, что это было, почему люди плачут, да, когда это слушают. Но прелюдии и фуги – это взгляд со стороны ангелов, конечно, прелюдии и фуги Шостаковича. Это сочинение, которое находится за гранью понимания абсолютно, это только сверхчеловек мог такое создать. Так что я вам очень рекомендую и ждите обязательно наших обновлений на канале НСО-РБ, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Мы сейчас делаем целый военный блок с завтрашнего дня до 9 мая. Дорогие друзья, спасибо еще раз всем, кто был со мной, с Бахом. Слушайте обязательно записи, обращайтесь. Кто не обращался, я вам порекомендую, какие смотреть записи.
Вот. Также всех приглашаю. Завтра у нас будет вечернее интервью с моим прекрасным другом и выдающимся дирижером Филиппом Чижевским вечером на нашем канале. И в среду будет интервью, помимо всех наших прямых эфиров и всего, интервью с солисткой Большого театра Гузель Шариповой, выходцем из Башкирии, из Башкортостана. Вот. Еще раз всем спасибо, всех поздравляю с майскими праздниками, до новых и скорых встреч. И всем огромный сердечный душевный привет. Всего доброго.